Сибайский институт БГУ на сегодняшний день принял более 400 заявлений, в то время как бюджетных мест для очного отделения всего 122, и это на 5 факультетах. 4 места предоставляются для студентов заочной формы обучения. Наибольшей популярностью у вчерашних школьников пользуются технические и педагогические факультеты. Наш институт позволяет получить хорошее, качественное образование по всем направлениям, которые у нас востребованы в нашем как субрегионе Башкирском Заурале и в Республике Башкортостан. У нас есть и юридический факультет, экономический, педагогический, естественно-математический, а также, конечно, технологический факультет, который сейчас востребован. И у нас обучается много студентов по техническому направлению. И если вы посмотрите выступление и президента, и министра Ливанова, как раз статистика говорит о том, что как раз востребованы в этом году именно педагогические и технические направления. Лейсан Ярулина с детства мечтала работать с детьми и поэтому решила учиться на педагога и биолога. Куда бы ни поступила девушка, обе профессии ей пригодятся и помогут осуществить мечту детства. Подала документы на технологический факультет и педагогический факультет. Я хочу поступить Я выбрала профессию учителя биологии и педагогической психологии. Я выбрала Сибайский институт, так как Сибай ближе к дому. Я смогу ездить домой каждые выходные. Я сама из Хабилинского района. Еще одно нововведение этого года – увеличить шансы на поступление абитуриентам могут помочь дополнительные баллы. Их дают за сочинение и портфолио, куда входит сертификат об участии в олимпиадах, творческих конкурсах и разные награды. Сколько баллов присудить и за что – решает сам вуз. В комиссии не сомневаются, в конце приемной кампании будет суета, и поэтому советуют абитуриентам быстрее определиться, куда нести оригиналы документов. В этом году изменилась также процедура зачисления, она проходит в 2 этапа. Первый этап мы завершаем уже 3 августа, до 6 часов мы ждем оригиналы 3 августа, и 4 утра мы уже публикуем приказ о зачислении. Что интересно, в этом году в первом этапе мы зачисляем 80% абитуриентов, которые принесли нам документы, и 80% бюджетных мест мы уже закрываем. Поэтому я бы хотел обратиться к абитуриентам, которые все-таки приносили бы оригинал и первым этапом проходили на бюджет. Дело в том, что на второй этап остается только всего 20%. И те, кто не успел подать оригиналы на первой волне, во второй волне уже могут не подать, потому что на вторую волну придут другие абитуриенты, которые не прошли в Уфе, в Москве, Петербурге, и они придут с более высокими баллами, и поэтому здесь уже есть опасность, те, кто не подал с небольшими баллами на первой волне, на второй волне уже могут не попасть. Абитуриентам, желающим получить высшее образование, следует внимательно следить за изменениями на сайтах института, чтобы реально оценить свои шансы на поступление в вуз. Луиза Мустафина, Альфия Расулева, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.